Во время Советского Союза казахам, которые приезжали в города учиться, работать или же просто закупиться, местные шовинисты говорили такие слова: «Понаехали из своих аулов», как будто эта земля принадлежит им, и как будто все эти казахские города строили только они. Друзья, я думал, все это осталось в СССР. Оказывается, я глубоко ошибался. В Алматы, оказывается, есть такой недоблогер Руслан Халинов. И он в своем видео сказал: зачем вы все едете в Алматы? Тут уже дышать нечем. Езжайте в свои поселки, езжайте в свои регионы, там и живите. Я хочу задать тебе вопрос, умник. Кем ты себя возомнил? Кто ты такой, чтобы решать за казахский народ? Казахи сами на своей земле решают, где им жить и где им хорошо. Неважно, где родился казах. Хоть он переедет в Актау, в Астану, в Алматы, в Өскемен, он везде будет считаться коренным, потому что это казахская земля. И это его земля. В отличие от наших меньшинств и диаспор, которые родились и выросли в Казахстане, казахи всегда будут считаться коренными. Вопрос, да, у многих может быть вопрос, почему меньшинства и диаспоры не могут считаться коренными. Ответ обычный, друзья, ответ очень простой. Вы можете говорить только то, что вы местные, потому что ваши предки когда-то откуда-то по-любому переехали в пятом, десятом, шестом поколении, неважно. Запомни это, Руслан, раз и навсегда. И второй момент. Если ты так переживаешь за Алмату нашу, если ты так переживаешь за казахский народ, за Казахстан, где ты был во время мобилизации? А? Где ты был? Когда в России началась мобилизация, те, кто себя в грудь били, за Россию до конца, за Русь, Усь-Русь, все бежали в Казахстан. Почему ты не сказал тогда эти слова? Зачем вы к нам бежите? Живите у себя в России. Алмата не резиновая, Казахстан не резиновый. Где ты был? Почему ты молчал? А? Или ты просто хотел на этом хайпануть? Слушай, Руслан, ты такими словами далеко не уедешь. Көтіңді қысып жүр.